Бизнес на линии фронта – дело рисковое, равно как и сама жизнь тут. Сегодня тихо, а завтра в прямом смысле мины над головой свистят. Уже третий год мы занимаемся волонтерской деятельностью. И говорить о том, что то, чем мы занимались до этого, тоже было довольно рискованно, потому что на своей шкуре очень много прочувствовали. Это Дмитрий Чечера, известный мариупольский волонтер. Он собрал и доставил украинским военным на передовую тонны помощи. Халабуда – это и волонтерский склад, и современное кафе в формате открытого пространства. Всего 350 квадратных метров социально ответственного бизнеса. А это хипстерское кафе «Изба-читальня». Некогда культовое место для донецкой творческой интеллигенции. Стало таким теперь и для мариупольцев. Бизнес переехал. Для меня есть понимание, что вся эта деятельность, какая-то бизнесовая, культурная, она создает вторую линию обороны для этих территорий и не дает возможности тому, что там за границей с ДНР расползаться сюда. Мариуполь покинули десятки тысяч жителей. В то же время население значительно пополнилось переселенцами, более чем на 100 тысяч человек. Некоторые воспользовались возможностью и открыли свой бизнес на новом месте. Среди них Николай Питаев, переселенец с Донецкой области. Да, боевые действия на мариупольском направлении стихли, уже не было слышно взрывов в центре города. Люди начали чем-то интересоваться, вообще люди появились на улицах. И, соответственно, хотелось было что-то сделать, какой-то новый формат предложить. А это Анна Мурлыкина, редактор городского сайта и совладелица тайм-кафе «Пропаганда». Этот бизнес семейный. В планах превратить пропаганду в журналистский хаб. Вообще людям в этом мире не стоит воевать в окопах и градами, а лучше мериться своими силами на шахматном поле. В этом кафе единственные в городе напольные политические шахматы. Война очень сильно нас изменила, и она заставила по-другому совершенно расставлять приоритеты. То, что раньше казалось важным, сейчас ты понимаешь, что это ерунда. То, что раньше казалось страшным, теперь кажется, ах, да ничего. Люди устали от того, что происходит, хотят жить прежней жизнью. Ведь те, кто сейчас стоит на линии фронта, здесь, на передовой, они рискуют и отдают свои жизни, в том числе, чтобы Украина развивалась, чтобы жизнь шла своим чередом, пусть и рядом с войной. Юлия Гаркуша, Андрей Рыжков, Мариуполь. Настоящее время.